Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В условиях санкций государство оказывает поддержку предпринимателям. Насколько будет развито это направление в экономике региона? Насколько будет большая отдача обществу? В России львиную долю услуг населению оказывают именно субъекты малого бизнеса, а также они предоставляют рабочие места. На какие меры поддержки могут рассчитывать предприниматели и как быть, если нарушают их права? Гость студии Марк Федоров, прокурор отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Республики Саха-Якутия. Марк Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. В условиях трудностей и ряда ограничений бизнес развивается, продолжается предпринимательская и инвестиционная деятельность. Расскажите о состоянии законности в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов в республике. Действительно, в условиях сложных внешнеэкономических факторов бизнес развивается как в республике, так и повсеместно во всех регионах Российской Федерации. Бизнес стойко выдерживает все ограничения, запреты, развивается, расширяется. Так в республике на сегодняшний день зарегистрировано свыше 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В малом бизнесе трудится свыше 100 тысяч человек. Также стоит отметить, что с начала года увеличивается и количество самозанятых граждан. Их количество увеличилось с 16 до 25 тысяч человек. Органами прокуратуры совместно с органами власти и органами местного самоуправления проводится определенная работа по формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Стоит отметить, что республика входит в число лучших регионов с лучшим инвестиционным климатом. Так, республика по итогам 2021 года занимает 13 место. Это очень хороший показатель. На Дальнем Востоке в 15 лучших регионов входит Республика Саха-Якутия и Сахалинская область. Тот факт, что в республике бизнес не перестает развиваться, свидетельствует о благоприятных условиях для развития бизнеса. За 3 года органами власти в республике оказано свыше 160 тысяч мер поддержки. Данные меры поддержки предоставлены свыше 25 тысячам предпринимателям на общую сумму более 12 миллиардов рублей. В этом году данная работа также продолжена, и субъектам бизнеса предоставлены меры поддержки на сумму свыше 2 миллиардов рублей. Мерами поддержки воспользовались более 10 тысяч субъектов бизнеса. При этом, несмотря на положительную тенденцию по благоприятному климату, инвестиционному климату в республике, имеется и ряд проблем. Например, согласно статистическим данным, в республике наблюдается высокий уровень административного давления на бизнес со стороны контролирующих органов, это органы МЧС, Роспотребнадзора, органы Роструда и так далее. В связи с этим и с учетом указаний Генерального прокурора Российской Федерации органами прокуратуры республики работа в данном направлении скорректирована. Нами в этом году выявлено 12 незаконных проверок в отношении субъектов бизнеса. Отказано в санкционировании свыше 900 внеплановых контрольных надзорных мероприятий. А также исключено свыше 65% плановых проверочных мероприятий в отношении бизнеса на текущий год. На следующий год данная работа будет продолжена. С учетом позиции Генеральной прокуратуры правительством Российской Федерации на 2023 год исключены из плана плановых контрольно-надзорных мероприятий проверки в отношении бизнеса, малого и среднего бизнеса. Остались проверки только в отношении субъектов бизнеса чрезвычайно высокого категории рисков. Как вы уже сказали, третий год бизнесу предоставляются меры поддержки. Расскажите, на какие меры поддержки и преференции могут рассчитывать предприниматели, какие имеются условия получения поддержки? В условиях сложной экономической ситуации государством создаются определенные преференции для бизнеса, предоставляются субсидии, гранты, льготы, как налоговые, так и экономические, другого различных форм поддержки. Предоставляется имущественная поддержка, это имущество предоставляется на безвозмездной основе, в том числе. Государством, как я уже отметил, республикой тоже оказываются меры поддержки. И, например, в рамках госпрограммы республики о реализации о поддержке предпринимательства и туризма на 2020-2024 годы
предусмотрено свыше 6 миллиардов рублей. И на этот год предусмотрено порядка миллиарда рублей на оказание различных мер поддержки. Также в республике действует и национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которой выделено из федерального бюджета 238 миллионов рублей на оказание различных мер поддержки. Меры поддержки оказываются в том числе по таким направлениям, как оказание мер поддержки социальным предприятиям, оказание мер поддержки начинающим предпринимателям — это молодой бизнес до 25 лет, субъекты бизнеса, которые создали свое предприятие, допустим, до 25 лет, да, хотят заниматься бизнесом, вот начинающие предприниматели. Далее это оказание мер поддержки сельскохозяйственным предприятиям. Это особо, я думаю, наиболее, наверное, важное направление деятельности наравне с промышленным в республике. Вот. И государством создаются условия для оказания мер поддержки именно сельскохозяйственным предприятиям в том числе. В Якутии меры поддержки в первую очередь предоставляются региональными министерствами предпринимательства, торговли, туризма, образования и науки, Министерством труда и социального развития, Фондом развития предпринимательства, Центром «Мой бизнес», также другими государственными корпорациями и фондами. Предоставляются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, как я уже сказал, осуществляющим деятельность в социальной сфере и молодым предприятиям. Особое внимание, как я уже сказал, уделяется поддержке предпринимателей, которые занимаются развитием мясомолочной продукции. В данном направлении деятельности меры поддержки оказываются Министерством сельского хозяйства республики. Вот, также ежегодно проводятся конкурсы на предоставление грантов и субсидий. Вот. Также отмечу, также органами власти республики уменьшен размер ставки по упрощенной системе налогообложения с 5 до 1%. И на 2023 год данная работа, я думаю, будет продолжена с учетом поручения, которое дал глава республики на последнем координационном совете при главе республики по предпринимательству. Вот. Также какие меры поддержки еще оказываются, я бы хотел отметить меры поддержки такие, как отсрочка платежей, арендных платежей, также и налоговые льготы выделяются субъектам бизнеса. Также стоит отметить тот факт, что от проверок в ближайшие 3 года освобождены субъекты бизнеса, которые занимаются в IT-сфере. Вот. И хотел бы отметить, что для получения мер поддержки обычно устанавливаются идентичные критерии, то есть субъект малого и среднего бизнеса должен обязательно быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. С данным реестром можно ознакомиться на официальном сайте, который ведет Федеральная налоговая служба. Данный реестр пополняется и актуализируется ежемесячно. Вот. Субъект малого бизнеса не должен иметь задолженности по налогам и сборам, не должен иметь задолженности перед различными уровнями бюджета, то есть перед местным бюджетом, республиканским или федеральным, по ранее полученным мерам поддержки. Вот. И самое главное, субъект малого и среднего бизнеса не должен заниматься игорным бизнесом и не должен заниматься реализацией, торговлей подакцизных товаров, это алкоголь, это также не должен заниматься и добычей мамонтовой кости, мамонтовой фауны, допустим. Вообще проводите в республике мероприятия, форумы, может быть, общественные совещания, деловые встречи, направленные на защиту прав бизнеса и оказание мер поддержки? Да, мероприятия в данной сфере проводятся на постоянной основе. Органами прокуратуры республики совместно с органами власти налажено тесное взаимодействие по вопросам соблюдения прав предпринимателей и инвесторов. Тесное взаимодействие налажено также и с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике. В текущем году проведено свыше 10 различных мероприятий в данной сфере. Например, в сентябре текущего года проведен форум предпринимателей в республике на площадке Центра «Мой бизнес». Данный форум был организован органами власти республики, в первую очередь в лице Министерства предпринимательства, торговли и туризма. На данном форуме принято участие свыше 20 тысяч предпринимателей, насколько известно по последним данным. И на данном форуме, в рамках форума проведены деловые встречи
между бизнесом, начинающим бизнесом, между самозанятыми граждане приняли активное участие в данном мероприятии. В рамках данного форума были разъяснены различные требования законодательства, в том числе налогового законодательства, законодательства о государственном контроле, надзоре, разъяснены некоторые тонкости осуществления бизнеса. Это в основном были проведены деловые встречи с более крупными, наиболее успешными предпринимателями, которые для начинающих рассказали определенные тонкости, как развивать свой бизнес в рамках сложных экономических факторов, я так сказал. Вот. При прокуратуре республики создан общественный совет по защите прав малого и среднего бизнеса. Данный совет возглавляет прокурор республики, и в рамках данного совета проводятся тоже мероприятия, не менее двух раз в течение года, на котором обсуждаются наиболее сложные проблемы, с которыми сталкивается бизнес и по которым требуется вмешательство органов прокуратуры. Актуальным направлением для нашей республики является развитие сельского хозяйства. Расскажите, какие меры поддержки оказываются и планируются в текущем году? Именно по сельскому хозяйству, Да. как я уже отметил, наиболее, наверное, важными направлениями, наиболее актуальными направлениями в республике являются это как и развитие сельского хозяйства, так и промышленной деятельности. А в рамках развития сельского хозяйства основным распределителем денежных средств и вообще по мерам поддержки является Министерство сельского хозяйства республики. И в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», которое реализуется на территории республики уже более 3 лет, Министерством сельского хозяйства предоставляются такие меры поддержки, как грант «Агростартап». За последние 3 года грантом «Агростартап» воспользовались свыше 100 субъектов малого и среднего бизнеса на сумму более 200 миллионов рублей. Немного расскажу поподробнее про данный грант. Данный грант, вообще конкурс проводится ежегодно на основе поступивших денежных средств из федерального бюджета. Министерством сельского хозяйства проводится ежегодно конкурс. Обычно конкурс проводится весной. И какие условия? Да? Размер гранта составляет до 5 миллионов рублей. И самое главное, предприниматель, то есть начинающий предприниматель, который занимается деятельностью в сфере сельского хозяйства, должен понимать, что условия такие, что 90% предоставляет государство, а 10% должен предприниматель предоставить деньги, то есть из своего кармана, так скажем. Да? Самое важное здесь субъекту бизнеса необходимо разработать точно и четко определить план действий на ближайшие 3 года. Субъект бизнеса должен понимать, должен разработать бизнес-проект, и должен обязательно заниматься именно сельским хозяйством и должен заниматься именно одним из условий получения гранта, это именно создание рабочих мест. И их Марк Иосифович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе на благо наших предпринимателей. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.